Творчество русского классика Максима Горького тесно связано с Абхазией. Писатель часто воспевал в своих произведениях Апсны. Здесь он написал не один свой рассказ. Максим Горький приезжал в Абхазию 4 раза. Первый раз в 1892 году. С этим событиями связаны его рассказы «Калинин», а также, по словам самого Горького, одно из его лучших произведений «Рождение человека». События, описываемые в рассказе, не выдумка. Максим Горький пишет о том, как помог женщине родить, так как в этот момент кроме него поблизости никого не было. По словам ректора АГУ Олега Гварамия, судьба часто связывала Максима Горького с Абхазией. С его именем связано создание Всесоюзного института экспериментальной медицины. Не случайно в свое время пединститут был назван его именем и так далее. Но это, конечно, и героическая, но и трагическая личность. Да, когда-то он хотел покончить с собой, занимался самообразованием. Для абхазов каждый приезд Максима Горького был большим событием. Его всегда здесь тепло встречали. Часто гостил в доме своих абхазских друзей, где знакомился с бытом и культурой народа. Известно, что один из приездов русского писателя в нашу республику пришелся на время становления абхазской литературы. Состоялись интересные встречи с молодыми писателями и поэтами. Максим Горький не раз давал напутствие своим абхазским коллегам собирать и изучать местный фольклор. Это великое духовное наследие народа, говорил он. Советую, учитесь, не ожидая открытия Литвуза, читайте, спорьте, попробуйте переводить с абхазского языка на русский. И займитесь изучением устной народной поэзии, собирайте, записывайте абхазские песни, сказки, легенды, описывайте древние обряды. Приезжая в Абхазию, Максим Горький не сидел на одном месте. Поэту был интересен каждый уголок Абхазии. Гагра, Афон, Сухум – все эти города он объездил вместе с Нестором Лакоба. Его абхазские коллеги сегодня хорошо знают о приезде Горького в Очимчиру в доме Илариона Кантария. Это был последний визит писателя в Абхазию. Впоследствии он признавался, что любил Абхазию с юношеских лет и наблюдал за творческим ростом абхазских писателей. Зария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.